Добрый вечер. В эфире национальной вещательной компании «Саха» программа «Не пропусти главное». Жилищный вопрос во все времена стоял достаточно остро, а учитывая нынешнюю общую ситуацию в экономике, новое законодательство, этот вопрос приобретает еще большую актуальность. Что сегодня происходит на рынке недвижимости и какие задачи стоят в области жилищной политики, об этом мы будем говорить сегодня в нашей программе. Мы работаем, как всегда, в прямом эфире. Телефон в студии 42 38 97. Вы можете задать свой вопрос гостям в студии. Ни для кого не секрет, что жилищный вопрос был, есть и, наверное, всегда будет самым острым. А как обстоят дела у вас с жильем? У нас нормально. Есть жилье, и как бы не жалуемся. Но у меня нет проблем с жильем. И была ипотека в свое время, конечно, она просто выплачена. Мы вложили материнский капитал и поменяли свою двушку, хрущевку, на трешку. Ну, правда, она не новая, но зато мы ничего не добавляли, только капитал. А у каждого сына по своей комнате, потому что у них разница в 9 лет. И я думаю, что у них интересы разные, поэтому мальчику 14, у него своя комната, а которому 5, у него своя. Ну, а мы в проходной так и остались, родители, все ради детей. От родителей досталось и мне, и мужу, и добавили свои собственные средства, и получилось. У нас получилось, в общем. Ну, я купила давно. Есть такие еще дома, где люди действительно плавают в воде, весной особенно. У меня муж откачивал воду и приходил и рассказывал, как люди сидят на диванах, дети сидят в сапогах, ходят в болотных. Хотя и ведется строительство, но, видимо, недоступно людям. Плохо. Купила ипотеку. Некачественно. Ужасно. Почему? Холодно. Новостройки. Замерзаю. Кто у вас был застройщик? Червяка. Сами купили, сами заработали, и вроде сейчас нет проблем. Плачу ипотеку с 2013 года. Я пенсионерка, работающая. А сколько вам еще платить? 10 лет. Ну, никак, в принципе. А вы с кем живете? Я с матушкой. А как долго вы предполагаете жить с мамой? Ну, не так долго. Хотелось бы, конечно, отдельное. А у вас есть какой-то план, как получить отдельное свое жилье? Ну, работать, деньги зарабатывать, как еще-то. В своем послании Егор Борисов в воскресенье утром по радио звучал о том, что нашей республике 2016 год будет направлен в основном на улучшение жилищных условий и даже уличных заборов, штакетников, чтобы было красиво. Думаю, все будет хорошо. У нас все есть. Пенсия хорошая, зарплата хорошая. Все будет хорошо. Надеемся, будем ждать, лишь бы мир был на земле. В эфире «Не пропусти главное», и мы говорим об общей ситуации на рынке недвижимости. Добрый вечер, уважаемые гости. Вот сейчас только что прослушали опрос, на такой хорошей ноте он закончился, лишь бы действительно был мир на земле. Однако вернемся мы к нашей теме. И, Сергей Владимирович, я попрошу вас прокомментировать опрос, ответы наших якутян. Добрый вечер, уважаемые зрители, коллеги. Ну, прежде всего, хочется отметить действительно позитив. И фактически 90% населения отмечает, что у них все хорошо с жильем. Отмечают проблемы с качеством, но это традиционно, к сожалению. А вообще радует позитив, настрой. Фактически у людей кризиса нет. Есть кризис в экономике, но нет кризиса у людей. Угу. Да, Павел Анатольевич. Ну, действительно, в первом квартале у нас ипотека спала, но начиная с мая месяца в связи с внедрением ипотеки с господдержкой мы набираем обороты и сейчас практически вышли на уровень 2013 года по уровню выдачи ипотеки и по процентным ставкам. Угу. А скажите, пожалуйста, вообще как бы вы охарактеризовали ситуацию, которая существует сейчас на рынке труда? Ой, на рынке недвижимости, извините. На данный момент на рынке недвижимости ощущается некий всплеск активности. По Якутску это заметно. Ну, как я пообщался с сотрудниками своей компании, связано это с тем, что открылась переправа, хлынул поток покупателей с улусов.
Очень активно сейчас продвигается рынок новостроек в других регионах. Это касается Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы. То есть, в принципе, вот обращая внимание на динамику, да, которая происходит там из месяца в месяц за последний год, ну, я бы даже не сказал, что вообще есть какие-то последствия кризиса именно в продаже других городов, новостроек в других городах. Вот, в принципе, то, что общался с своими коллегами, которые работают в отделе вторичного жилья, тоже вот за последний месяц, опять же, всплеск активности наблюдается. Больше людей смотрят квартиры, больше все-таки, как вы показов. думаете, с чем связан этот всплеск активности? Это может быть просто только сезонное? Перед Новым годом у нас обычно так происходит? Или как, Туэр Николаевна? Ну, я вот думаю, что вот как раз вы же говорили про всплеск интереса к другим городам России. По Якутску вот как-то было бы хотелось получить какие-то дополнительные данные, во-первых. Во-вторых, я бы так сказала, что у нас вообще рынок недвижимости в Якутии, он есть только в городе Якутске. В остальных городах рынка недвижимости практически нет. А вот интерес к рынку недвижимости в Якутске, он остается на уровне прошлого года или нет все-таки? Ну, скажу так, мне сложно об этом судить. Я все-таки 3 месяца пока еще в Якутии. Я из Санкт-Петербурга приехал, там занимался недвижимостью 8 лет. Ну, пока не могу сказать, да, я основываюсь на ту информацию, которую я получаю от своих коллег. А вот вы? Да, вот действительно, если рассматривать по сравнению с прошлыми годами, мы работаем уже 5 лет и постоянно отслеживаем ситуацию, то в этом году серьезные спады по продажам. И вот, ситуация именно такая, что вот непонятно, что ожидает население в будущем. Застройщики сейчас проводят очень много акций по снижению цены, и это на самом деле является очень серьезным минусом, потому что население живет сейчас от акции до акции. Мы общаемся с потенциальными покупателями и все время спрашиваем, почему ты сейчас не купишь, да? Они говорят, а я дождусь очередной акции там, от такого-то застройщика. Да, действительно. Но вот сейчас очень многие застройщики действительно вот Да. перед Новым годом на весь этот месяц предлагают акции. Республиканское ипотечное агентство, есть у вас какие-то акции на сейчас? Да, буквально с 1 декабря мы начали и выдавать ипотеку с господдержкой, со сниженной ставкой 10,4%. Но это естественный процесс, поскольку все-таки ничего нового не происходит. Это не первый кризис, который был в стране, в республике. И вполне то, что происходит, население действительно, сейчас мы наблюдаем отложенный спрос. Поэтому, в принципе, я бы советовал не ждать акций, скидок, потому что рынок может оживиться в любой момент и резко получим резкий всплеск цены квадратного метра. Это естественно, потому что акции происходят только потому, что застройщики закредитованы, и им нужно возвращать кредиты в банк, дабы не обанкротиться. Тем более на сегодняшний день серьезные санкции в отношении застройщика не введено в эксплуатацию во время строительного объекта, вплоть до уголовной ответственности. Поэтому это с этим связано. Ну, а вообще таких условий, как сейчас по ипотеке и с господдержкой, других программ не было даже в период застоя. Поэтому я рекомендую все-таки тем, кто решился решить свои жилищные проблемы, решать их сегодня и сейчас, а не ждать каких-то акций, еще что-то. Может дождаться... Это традиционно, в принципе, всплеск перед Новым годом, потому что в январе-феврале мы будем наблюдать затишье. Это всегда так. Ничего здесь А нового. почему вот вы сказали, что это не очень хорошо, что застройщики проводят ну, вот определенные акции? Чем это плохо? Ну, если вот грубо обозначить, да, это получается рыть яму самому себе. Получается, что при планировании объекта застройщик заложил себе определенную прибыль, определенные расходы. И сейчас он, попадая под ситуацию, когда не может продать какой-то определенный объем квартиры, он вынужден снижать стоимость. И в итоге это отразится в целом на прибыльности объекта. И вообще вопрос о качестве и полном соответствии этого объекта с сметной документацией, проектно-сметной, это как бы он остро будет стоять именно перед этим застройщиком. То есть он может не как бы так сэкономить. Но по ситуации в сфере долевого строительства у меня есть такие данные, да, которые мы ведем контроль в сфере долевого строительства. И можно сказать о том, что количество застройщиков у нас не уменьшается. У нас в Республике Саха-Якутия 73 застройщика привлекают денежные средства граждан и ведут долевое строительство. Это по Республике Саха-Якутия 140 объектов, 110 объектов строятся в городе Якутске. Павел Анатольевич, что-то хотели добавить? Я вас... Ну вот Сергей Владимирович практически все, что я хотел, уже рассказал. Я хотел сказать, что сейчас на сегодняшний день
люди выжидают, ждут дальнейшего снижения стоимости 1 квадратного метра, ждут снижения процентной ставки, но вот, как уже коллеги высказались, застройщики себе в убыток дальше долго работать не могут, и или они обанкротятся, или стоимость квадратного метра будет резко может вырасти. Поэтому раз есть такая на сегодняшний день возможность, ну, целесообразнее воспользоваться этой возможностью и улучшить свои жилищные условия, пока рынок на сегодняшний день это позволяет. А может быть, действительно, во время кризиса просто цена, стоимость 1 квадратного метра, она стала более реалистичной и более адекватной? Вот поэтому произошел, вот я хочу, Тойра Николаевна, вас спросить, вот по поводу динамики вообще стоимости жилья, есть какой-то анализ? Ну, если приводить прошлые данные, то получается так, что после кризиса 2008-2009 года цены на вторичном, ну, на первичном рынке жилья в Якутске практически не росли вот 3 года, то есть там, по-моему, с 4-го квартала 2008 по 4-й квартал 2011 года. Рост цен где-то процентов на примерно там, с 60 до 80-75 тысяч рублей за квадратный метр начал происходить, вот, это пришелся на 12-13, собственно говоря, и ну, вплоть до конца 2014 года мы это наблюдали. В настоящее время, конечно, динамика цен, она очень, она, нельзя сказать, что она сейчас, цены сейчас сильно упали. И я бы даже, в общем-то, конечно, не стала бы говорить о том, что у нас цены как бы приемлемые, очень низкие, жилье доступно. Конечно, в принципе, высокие цены на жилье в Якутске выгодны всем. И банкам, и застройщикам, и государству, и даже тем людям, которые ранее взяли ипотечный кредит. Вот. Ну, возможно, да, ценовая ситуация не очень стабильная. Мы сейчас наблюдаем некоторую коррекцию, как говорят фондовики, но при этом как бы все-таки больших факторов к резкому падению цен на недвижимость все-таки не наблюдается. Предпосылок нет таких, да? А если говорить о будущем годе, 2016, ну, конечно, вообще сложно делать какие-либо прогнозы, мы не знаем, что будет завтра. Тем не менее, вот вы советуете тоже так же, кто хочет приобрести или продать свою квартиру вот в настоящий момент, лучше это сделать сейчас, не откладывая. Я не знаю, ну просто у всех граждан должна быть своя инвестиционная программа. Недвижимость – это актив. При этом актив очень специфический, в который войти легко, как мы сейчас видим, но дорого, а выйти из него очень сложно и, возможно, с потерями и с дисконтами. То есть, если вы, это самый неликвидный актив из всех возможных, который может иметь человек, семья и так далее. Соответственно, каждый гражданин должен принимать, каждый человек должен принимать для себя решение о том, где он будет жить, где он будет работать и так далее. То есть я никогда не советую своим студентам инженерно-технического института покупать жилье в том городе, в котором они собираются прожить минимум лет 10. Вот. Ну, то есть, собственно говоря, сейчас, в принципе, все упирается, конечно, в какие-то фундаментальные факторы. Это прогнозы на будущее, уверенность в завтрашнем дне и так далее. То есть, в принципе, факторы, конечно, сейчас во многом неопределенные, я так сказала. Ну вот опять-таки, касаясь этого вопроса, да, вот заметили, что люди у нас очень оптимистично настроены. Тем не менее, я не думаю, что ситуация на самом деле вот такая, какая она есть, судя по этому вопросу. Евгений Леонидович, есть что-то добавить? Ну, скажу так, вот по поводу актива, да, как такового, недвижимость, ну, возможно, это в Якутске, да, потому что, допустим, в том же Санкт-Петербурге есть большой достаточно пласт населения, сложившийся уже, ну, скажем так, процентов 30, а то и 40 в некоторые времена, это были покупки с целью инвестирования. То есть, в принципе, опять же, по статистике, собранной там за последние 5-6 лет, средний прирост от старта, от фундамента до готового жилья – это 25% годовых. В принципе, по рынку Санкт-Петербурга инвесторы относят вообще к среднерисковым инвестицию в недвижимость. Ну и, в принципе, я тоже этим занимаюсь, да, у меня в Питере 2 квартиры. И, в принципе, ни в одной я не получил разочарования, в обоих вариантах у меня достаточно хороший прирост. Да, пожалуйста.
Активность, мне кажется, на вторичном рынке все-таки есть, потому что сейчас продавцы начали адекватную цену ставить на свои квартиры, да, они тем самым быстрее всех продают и выгодно тоже приобретают также. Ну, кто продает, да, у нас недвижимость, они все покупают либо малую квартиру, либо расширяются, да. Как-то так. То есть, да, действительно выгодно и тем получается, да? Ну, могу добавить коллегу из Питера, что, в принципе, у нас, начиная с 2010-2011 года, абсолютно аналогичная ситуация. До 30, а то и выше процентов сданных объектов – это инвестиции граждан, имеющих такую возможность вложения и капитализации их активов. Не соглашусь, что недвижимость не ликвидна. Это все зависит от ситуации в экономике. Если экономика растущая, то и цены, и ликвидность недвижимости достаточно высокая. То, что мы сейчас переживаем, это, опять же, время, кризис, который имеет время. Он когда-то начался, когда-то он и закончится. Поэтому, в принципе, ничего в данном случае нового не происходит. Инвесторы придерживают, и они ничего не потеряют, я вас уверяю, потому что, еще раз говорю, это отложенный спрос. Как только рынок сдвинется с месяца, будет резкий скачок цен. Это уже было неоднократно. Поэтому, в принципе, те, кто ждут, приобретая квартиры, могут ждать, они будут ждать, потому что, в принципе, это очень сложно принять решение. Те, кому все-таки стоит именно первичное приобретание первичного жилья, советую все-таки рассмотреть варианты сегодня приобретать жилье, потому что банки перестраховываются, страховые компании перестраховываются, люди, то есть сейчас все перестраховываются, все ждут, ожидают, что же будет с рынком. Закончится кризис, начнется рост. Будет продолжаться кризис, будет некая стагнация, но правильно же, соглашусь с Павлом Анатольевичем, что никакой застройщик себе в убыток не будет работать. В противном случае ему выйти даже из банкротства будет крайне сложно. Поэтому лишь та маржа, которая им позволит снизить цену и перебиться на текущий момент, а это будет акции. В дальнейшем будет просто стоять все. Но стоять все не будет по одной простой причине. И правительство Российской Федерации, и правительство Республики Якутия принимают активные меры для активизации рынка, тем более первичного. Уже есть предпосылки по вторичному рынку, потому что ипотечные ставки по вторичному рынку тоже снижаются. Рынки очень взаимосвязаны, как первичный, так и вторичный. Да? Ну, по поводу выбора, да, если участник долевого строительства, это, я имею в виду первичное, да, жилье, приобретение первичного жилья, следует обращать внимание не только на стоимость квадратного метра, а еще и на репутацию застройщика. Сейчас, по нашим сведениям, у нас 16 застройщиков сейчас стоят, да, на контроле в управлении, которые переносят сроки более чем на 9 месяцев. То есть при выборе гражданина, куда вложить средства, обязательно нужно историю застройщика изучить. Не только цена, она не должна быть главным критерием для того, чтобы вложить свои денежные средства. Хорошо. А где можно получить такую информацию о тех застройщиках, к которым нежелательно обращаться? Но управлением ведется, как таковой реестр проблемных объектов, он не предусмотрен законодательством, да, для ведения, но для информирования населения управлением Госстройжилнадзора ведется такой реестр. В принципе, любой интересующий, если интересуется гражданин, он может обратиться к нам, и какую-то информацию мы можем им предоставить. Вы дадите ему эту информацию. Да, и на сайте у нас имеется перечень проблемных объектов. Сейчас по состоянию на эту дату 2015 года в этом реестре проблемных объектов у нас 5 застройщиков. В эфире «Не пропусти главное», и мы говорим о ситуации на рынке недвижимости. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Вопрос есть? Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем мы вас. Добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Пожалуйста, говорите. У меня есть вопрос. Вот услышали очень много позитивных отзывов. При этом был один отрицательный отзыв касаемо новостроек. Что новостройки, квартиры, когда получают ключи, квартиры очень холодные. Там по тем или иным качествам не соответствует. Вот в связи с этим у меня вопрос. На момент строительства
каким образом, насколько должным образом ведется авторский надзор за Спасибо. строительством новых домов? Спасибо. Намина Савична, пожалуйста. Управление Госстройжилнадзора ведет контроль за строительством, да, за соблюдением технических регламентов, нормативов строительных. И я хотела бы отметить, если это объект строится в сфере долевого строительства, то законом предусмотрено, что в течение 5 лет с момента передачи объекта участник долевого строительства вправе обращаться с требованиями об устранении недостатков и так далее, выявленных на объекте, в квартире, новостройки. То есть надо обратиться куда конкретно? К своему застройщику? Да, обратиться к застройщику с требованием об устранении недостатков. Ну, я знаю, что бывают такие ситуации, когда застройщики, ну, мягко выражаясь, не особо реагируют, не особо активно реагируют. В таком случае куда обращаться? Есть же у нас, наверное, жилищная инспекция. Или куда лучше? Или сразу в к вам? этом случае тоже можно обратиться в управление Госстройжилнадзора. Это Амосова 8, кабинет 420. Можете подойти, мы можем проконсультировать. Если идет речь уже о возмещении затрат, то в этом случае можно обращаться в суд. Ну вот качество жилья — это действительно тема отдельная. Будет у нас время, мы об этом тоже поговорим. Сергей Владимирович, меня все-таки интересует, куда делись наши застройщики, почему они к нам не пришли в эфир? Ну, мне сложно отвечать за всех. Я, наверное, отвечу прежде всего за себя, почему мы пришли. Ну, потому что мы, наверное, относимся к той категории застройщиков, которые называются добропорядочными. У нас даже большой опыт, наверное, самый большой по вводу в эксплуатацию объектов обманутых дольщиков. Мы за все это время 4 дома достроили по заданию правительства республики. Ну, в принципе, это, конечно, я думаю, не пришли только потому, что не все так гладко и не понимают, чем все-таки дело закончится, потому что все-таки действительно приходится и объекты в эксплуатацию задерживать, а это потенциальные дома и потенциальные застройщики и на банкротство, и дома обманутых дольщиков, к сожалению. Вот. Ну, слава богу, у нас таких проблем нет, потому что, в принципе, мы, наоборот, в этом году сдаем дом на 3 месяца раньше срока, потому что, в принципе, нам выдали по проектной декларации первый квартал 2016 года, сдаем 4-м кварталом 2015 года. Сложно говорить на эту тему, потому что, в принципе, это нужно знать и понимать вообще состояние того или иного застройщика. Но, к сожалению, уже было здесь отмечено, что объекты сдвигаются в эксплуатацию. И здесь, прежде всего, правильно, при определении выбора того или иного застройщика нужно обращать внимание на репутацию. А куда обращаться? Ну, прежде всего, конечно, Госстройнадзор, прежде всего, конечно, Министерство строительства не располагает такой информацией. Также торговая палата республики ведет учет добропорядочных своих членов, а большинство застройщиков являются членами торговой палаты. Ну и сарафанное радио никуда не денешь, потому что, как бы там ни было, обращать внимание, сколько компаний находится на строительном рынке. Потому что, к сожалению, до 2018 года мой прогноз такой, что будет сокращение количества застройщиков в силу нормативов, меняющихся по законодательству, потому что привлечение по 214 ФЗ средств от дольщиков будет меняться, и законодатель это уже предусмотрел. И тенденция будет к укрупнению данного вида бизнеса. То есть вы ожидаете передел рынка, да? И кризис переживут явно не все. Вы же сами видите, что, в принципе, это даже законодатель предусматривает. Давайте послушаем еще телезрителей, потом продолжим. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Мы молодая семья, и нас интересует вопрос кредитования именно по строительству индивидуального частного дома. Есть ли какие-то льготы, скидки в этом плане? Мы хотим построить частный дом благоустроенный. Спасибо. У нас есть тут представители банковских учреждений. Вот вопрос напрямую вам. Спасибо за вопрос. На сегодняшний день в Сбербанке есть и была, соответственно, программа индивидуальное жилищное строительство. Какие-то отдельные для молодой семьи там нет дополнительной категории, но при этом у нас есть акция «Молодая семья», она действует только на готовое жилье. То есть данная акция она у нас до конца года, к сожалению, действует, так как и другие наши акции. Это не постоянная программа, да, это не постоянная программа. Вот. И до конца года человек может подать заявку и воспользоваться данной программой еще в течение 2 месяцев. То есть у нас решение действует. То есть материнский капитал, молодая семья, она под ИЖС никак нигде задействовать не может? Нет, вот как раз таки
Вопрос был вообще по категории клиентов, я так Да. понял. Мгм. Если вопрос по материнскому капиталу, то действительно воспользоваться материнским капиталом можно на вторичном рынке и вот как раз-таки на ИЖС. То есть тогда им нужно будет не строить, а покупать именно, да? Нет, Готовые? Или землю можно купить? Нет, там Можно же есть, же и- допустим, у нас на приобретение жилого дома, на строительство жилого дома и приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома. Да, То есть и на семья, строитель- не имея на ни расходы земельного по участка, строительству, там, по ни созданию дома, тоже. может уже как бы идти в банк с заявкой на получение ипотечного кредита. Да, Я бы еще соглашусь, у нас есть хотел добавить. такая же программа, получается, приобретение земельного участка с последующим строительством. То есть это предусмотрено, и также можно использовать материнский капитал под строительство жилого дома. Павел Анатольевич. Ну вот по строительству индивидуальных жилых домов у нас есть в составе нашей госпрограммы несколько направлений государственной поддержки. Это подпрограмма ИЖС, которая работает уже с 96 года работает, получается, да, в рамках которой предоставляются беспроцентные займы сроком до 10 лет. В следующем году на реализацию данной программы будут предусмотрены довольно-таки значительные средства. Кроме того, если молодая семья, то она может принять участие в соответствующей подпрограмме обеспечения жильем молодых семей, в рамках которого предоставляется социальная выплата в размере до 40% от расчетной стоимости жилого дома. Вот чтобы обычный гражданин смог разобраться в перипетиях наших госпрограмм, куда обращаться, какие документы предоставлять, мы разработали специальный сайт на сегодняшний день. И будем еще запускать приложение к телефону, по которому человек, вводя свои параметры, то есть возраст, состав семьи, Может сразу получить ответ, уже, имеет да, ли он право. да? имеет ли он право, Мгм. в каких Мгм. подпрограммах может он принять участие. И вот эту программу мы в ближайшие дни будем презентоваться. Вот одна проблема, Татьяна, да, вот мы как раз переговорили с риэлторами. Все-таки вот в этот кризис люди будут уходить, менять приоритеты, интересы с покупки квартиры в многоквартирном доме на индивидуальное жилищное строительство. Вот цены на... На земельном участке стоимость растет. Мгм. Это Земля видно дорожает? невооруженным глазом. Особо На все дисконта растет, и никакого на нет. квартиру ведь тоже растет, она же не падает. Цены Она на и не квартиру будет Сейчас падают. падать. очень многие предпочитают частный дом, нежели квартира. Это большой Ну спрос просто есть на это. вложений много, как моральных, так и физических, и материальных, прям скажем. Давайте еще послушаем телезрителей. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем, вы в эфире. Здравствуйте, меня Добрый зовут Анна. У меня вопрос к представителю Республиканского ипотечного агентства. Дело в том, что несколько лет назад мы через ваше агентство оформили договор долевого строительства с ПКС «Ормикс». Задержка уже более года идет. Представители «Ормикс не дают информацию. Может, вы в курсе? Спасибо. В чем задержка? Ну, значит, мы по этому объекту выступаем агентами по оформлению договоров, также являемся соинвесторами. Мы инвестировали в этот дом более 50 миллионов рублей. К сожалению, застройщик на сегодняшний день ведет активную продажу своих активов для того, чтобы достроить этот дом. Более точно сказать сложно, потому что мы всего лишь агент по оформлению сделок, формируем договора, подписываем их. Всю информацию вам нужно все-таки пытаться получить у Ормикса, поскольку застройщиком и заказчиком по данному объекта и основным инвестором являются они. Добавить больше нечего, потому что, к сожалению, сам информацией не располагаю. Действительно, уже дважды производилось перенос срока ввода в эксплуатацию, и объект достраивается достаточно медленно. Спасибо. Ну вот ипотека практически единственный, наверное, на сегодняшний день способ приобретения жилья. Скажите, пожалуйста, какие программы вы бы назвали, программы ипотечного кредитования вы бы назвали как наиболее успешные? Запустилась у нас, получается, с мая месяца ипотека с господдержкой. На сегодняшний день она имеет, конечно, большой интерес у наших дольщиков.
Данная программа, она на сегодняшний день заканчивается, к сожалению, также до конца года. И также ей можно воспользоваться и в течение 2 месяцев. То есть, если клиент подает заявку на ипотеку до 31 декабря, у него есть возможность еще воспользоваться этой, получается, программой, этим решением еще в течение 2 месяцев. То есть, банк дает 2 месяца на то, чтобы клиент искал подходящий объект для того, чтобы, соответственно, купить его. Извините, у меня такой вопрос. А в следующем году вообще господдержки Да, почему эти программы столь краткосрочны, скажем так? Программа, она была инициирована правительством. В следующем году каких-либо, наверное, продолжение этой программы, ну, это вопрос, наверное, скорее всего, не ко мне, а к нашим вышестоящим органам, так как не готов ответить на это. Но программа у нас заканчивается. Поэтому призываю людей на сегодняшний день приходить и, соответственно, получать ипотечные кредиты, потому что ставка очень низкая на сегодняшний день. Это сколько? По ставке вы можете также уточнить в офисах банка, либо же также у наших агентств недвижимости. Вот у нас 10%. представители сидят. 10-9. Но это ниже инфляции. Это ниже инфляции. 10,9, да, я бы хотела отметить, что на первичном рынке вот за этот год, за 2015 год, это самая низкая процентная ставка, которую предлагали банки даже по сравнению с прошлым годом. Потому что в прошлом году средняя ставка на первичный рынок составляла где-то 13%. А если вы все помните, к концу года, да, вот в декабре у нас, когда вот ситуация кризисная была, у нас процентные ставки по ипотеке, даже и первичка, и вторичка была средняя 15-17% годовых. И поэтому вот сейчас я считаю, что это самый такой период времени, да, когда и застройщики, делают всякие акции, да, и банки сейчас максимально снижают, ну, 10,9 ниже, мне кажется, там, ну, только у РИА, да, 10,4, но в Россельхозбанке у нас 10,9 на сегодня. Еще хотел бы добавить, что у нас в Сбербанке ипотека на самом деле стала очень доступной. Застройщики, агентства недвижимости, аккредитованные в нашем банке, имеют право принимать ипотечные заявки у себя в офисе. То есть решение там буквально от 2 часов до 2 рабочих дней выходит. Также по данной схеме можно согласовать объект недвижимости. Клиент приходит только на подписание кредитного договора. То есть мы идем в ногу со временем и, соответственно, вносим многие инструменты для того, чтобы ипотека стала доступной. А требования к клиентам вы как-то пересмотрели, да, относительно 13-14 года? Ну, допустим, у нас вообще вот с момента где-то с 2012 года требования клиентам вообще не менялись именно по ипотечному кредиту. То есть как расчет платежеспособности такой был на уровне, то есть мы... Вера Николаевна, когда вы задали этот вопрос, да, что вы имели в виду, что вы хотите, какие пункты вас смущают? Ну, уровень доходов, конечно, собственно говоря, учитывают ли сейчас банки риски, связанные с экономическим кризисом, то есть там риск потери работы там, и так далее, и так далее. Ужесточились ли требования? Нет, у вас нет, а у вас? Нет, у нас не ужесточились требования, они наоборот даже стали менее требовательны. Единственное, вот были поправки 214 ФЗ, просто я хочу сказать, да, по поводу страхования ответственности застройщиков. Вот здесь как раз-таки вот этот момент, он наоборот для клиентов, многие пугаются, были некоторые статьи по поводу того, что увеличили уставной капитал, да, до миллиарда, и была неверно трактована информация и доведена до нашего населения, что это на застройщиков распространяется, хотя на самом деле это распространяется на страховые компании. Отразится ли это? Вот, ну давайте мы сначала, да, Налина Савична, пожалуйста. Да, я могу сказать о том, что вот 214 федеральный закон, да, действительно были введены изменения. 1 октября 2015 года вступили в силу эти изменения. Они касаются конкретно требований к страховым организациям, которые осуществляют деятельность по страхованию гражданской ответственности застройщика. В связи с чем были такие требования, да? Ну вот, как уже сказали о том, что требования к уставному капиталу, там ранее было 400 миллионов, сейчас повысилось до 1 миллиарда. На начало 2015 года у нас на рынке страхования гражданской ответственности работали более 300 страховых организаций. Осталось 20. После того, как ужесточены были требования,
по реестру Центрального банка России осталось 20. Ну, для чего это ужесточены эти требования? Да? В первую очередь для того, чтобы защитить дольщиков при наступлении страхового случая, чтобы обязательства перед дольщиками были хотя бы вот выплачены в виде страхового выплаты. А вот страховую же сумму не все могут потянуть застройщики. Это не скажется ли в будущем все-таки на клиентах, на стоимости квадратного метра? Мы говорим, что это касается, вот вы говорили, в первую очередь страховщиков. На самом деле нет. Это касается в последнюю очередь клиента, нас, жителей. Но давайте мы это обсудим чуть позже. Да? Сейчас послушаем телефонный звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Громче, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, если ипотеку брать, только по Якутии покупать жилье или в других, можно, городах России приобрести? Спасибо. Да, можете подойти в любой офис, допустим, нашего Россельхозбанка, подать заявку, можете подать, подаете здесь, одобрение получаете и выбираете объект в течение 3 месяцев в любом регионе России. У вас тоже так же? Да, соответственно. У нас, вы сами понимаете, что Сбербанк, он есть везде, Сбербанк всегда рядом. Соответственно, в любой точке России можно приобрести объект недвижимости, ну, либо на первичном, либо на вторичном рынке, независимо от того, где даже, ну, вот я сказал, по первичный рынок строится объект. Да, хотел тоже добавить, если вы берете ипотечный кредит для того, чтобы приобрести жилье в другом городе, учитывайте еще тот момент, где вы находитесь. Да? То есть, допустим, взять там, Питер, Новосибирск, неважно, по любому из объектов аккредитация там порядка 5-8 банков, ну, большая достаточно. Вот, но те банки, которые кредитуют и находятся на территории Якутска и имеют свое представительство, там всего 4, да? Там это Россельхоз, Сбербанк, ВТБ и Газпром. То есть тоже учитывайте, что если вы берете ипотеку, например, ну, можно, да, удаленно оформить, это не проблема в любом практически банке России. Если вы берете ипотеку там, то каждый раз, платя очередной платеж, вы будете платить комиссию. Если же вы берете ипотеку в банке, чье представительство есть в городе Якутске, соответственно, вы платите без комиссий каких-либо. То есть вы дополнительно не переплачиваете. Да, учитывайте этот момент. Да? Ну, если вернуться обратно продолжение, к теме по страхованию гражданской ответственности, да, но вы правильно подметили, действительно, это рынок строительства, естественно, это все взаимосвязано. Повышение, вот страховые организации, пользуясь случаем, да, тем, что осталось их только 20, из 20 страхованием гражданской ответственности занимаются тоже, не все 20, вот эти страховые организации этим занимаются. Конечно, они могут повышать свои ставки. Они их уже и повышают. Да, они повышают, это закон рынка, поскольку их осталось очень Ну, мало. тогда основной вопрос, а скажется ли это тогда на стоимости квадратного метра жилья для нас? Ну, как представитель застройщика отвечу, что на сегодняшний день в условиях относительной стабильности или снижения цен это не скажется, а на перспективу все затраты, связанные со строительством возведения объекта, ложатся в цену квадратного метра. Хочу добавить, что рост цены страховых услуг в этом направлении страховщики увеличили ровно в 3 раза. Если он был на уровне 0,5%, сейчас это практически 1,5-1,2%. Поэтому на перспективу, конечно, это скажется на рост увеличения стоимости квадратного метра, однозначно. Потому что куда еще застройщику относить свои затраты? Только на цену квадратного метра. Ну, если учитывать, что застройщиков у нас в республике на сегодняшний день сколько? 73. 73, Да. и останется тогда реально, кто вот не сможет все-таки Нет, потянуть я это новое хочу уточнить законодательство? конкретно, кто занимается привлечением денежных средств в сфере долевого строительства. 73 застройщика. Хорошо. Давайте мы еще прервемся на короткую рекламу, а потом продолжим наш разговор. В эфире «Не пропусти главное», и мы говорим о ситуации на рынке недвижимости республики. Навина Савишна, тут наши телезрители интересуются, какой у вас адрес у вашего ведомства. Назовите, пожалуйста, куда к вам можно Город обратиться. Якутск, Амосва 8, кабинет 420, телефон 42 13 80. Ну вот в послании главы Республики Саха говорилось о том, что предстоящий 2016 год в республике у нас будет объявлен годом благоустройства населенных пунктов. И вот в этой качество, я думаю, что это вот... Да. Василий Николаевич. Я думаю, что прозвучало очень важное мнение, да, вот, особенно приятно было услышать его от главы республики, потому что
Я вот являюсь директором агентства недвижимости. Наблюдаю картину, когда застройщики очень слабо подходят к вопросам благоустройства территории своих многоквартирных домов. То есть, мягко говоря, у нас все делается по минимальным требованиям СНИПов, которые необходимы для того, чтобы получить разрешение на строительство. Да? Мы продаем квартиры не только в Якутске, но в других городах Российской Федерации. И поэтому мне есть чем сравнить. Например, в моем практически родном Новосибирске, где я проучился 5 лет, дома строят супер качественно. И это не касается даже общестроительных каких-то моментов, а именно заходишь во двор этого дома, и там вообще все классно. Вот у нас в Якутске, да, к сожалению, мы отмечаем картину, когда дома вот строящиеся, они особо ничем не отличаются от домов, которые были построены в 80-е годы прошлого века. То есть фактически это коробка, дом, стены, потолок, тепло или не тепло, да? И получается, что человек, он вкладывает огромные деньги, платит за это всю жизнь ипотеку, всю жизнь практически. Люди, они практически в кабалу сажаются, как бы это грубо не звучало. Они должны получать хороший продукт. Они должны получать современный уровень жизни. Это что такое? Это благоустроенная территория, видеонаблюдение. Это беговые дорожки на территории этих домов. То есть застройщик, он должен быть очень серьезным юридическим лицом, то есть богатым, ну, богатая организация должна быть. Ответственная организация. Да, очень капиталоемкий процесс же, да, строительства. Поэтому я думаю, что этот процесс сейчас, вот, как кризисный процесс, он очень хорошо повлияет на наш рынок Якутска. Дома у нас, я думаю, станут лучше строиться. Например, вот мы как агентство недвижимости, мы просим застройщиков внимательно относиться к проектам благоустройства территории. И я являюсь еще директором проектной организации. В данное время заключил с застройщиком ООО «Дилайн» договор, согласно которому мы будем проектировать ему всю территорию. Там будет вообще классно. Простыми словами, клиенты могут подойти, я покажу и на своем сайте «Новостройки Якутска», «Новостройки ЕКТРУ». Я покажу этот проект через 2 месяца примерно. Ну, действительно, как только появится застройщик, на которого население обратит внимание, все же к нему потянутся. У нас сейчас, к сожалению, застройщики друг от друга вот в плане сдачи готовых домов ничем не отличаются, в том смысле, что по уровню комфорта, благоустройства территории, все дома как будто построены одним застройщиком. Давайте мы послушаем наших телезрителей. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня вопрос к Сергею Владимировичу. Скажите, пожалуйста, Республиканское ипотечное агентство, как агент по заключению договоров, какую несет ответственность за несвоевременный ввод многоквартирного жилого дома по адресу вот Богатырева, например? Спасибо. Ну, вопрос понятен. Никакой ответственности не несет, потому что мы оказываем посреднические услуги по грамотному составлению договора. Большего, к сожалению, мы от Ормикса в свое время предлагали более спектр услуг. Естественно, что это и более дорогие были бы услуги, но, к сожалению, от них отказались. Поэтому никакой, к сожалению, вашему, наверное, или удивлению, ну, такого закон. Мы пытаемся все-таки решать, но здесь основная проблема все-таки с заказчиком, потому что, ну, к сожалению, недостаточно финансирования у него, и он сегодня находится в поиске инвестиций, в том числе продает свои активы. Я, по-моему, ответил на вопрос. Спасибо. Я бы хотела добавить про ответственность. Да? За перенос сроков законодательством он не запрещен. Застройщик вправе переносить сроки. Но при этом следует отметить, что застройщик отвечает, законодательство предусматривает ответственность за нецелевое использование денежных средств. Как раз вот такие виды правонарушений мы выявляем и пресекаем. Предусмотрен штраф. Понятно. Еще в послании было сказано о том, что в следующем году ставится такая очень амбициозная задача – это ввести 600 тысяч квадратных метров жилья. Это, по сути, вдвое перекрыть показатели 5-летней давности. Но в то же время в этом же послании было сказано, что о росте объемов жилищного строительства в соответствии с ростом платежеспособности населения.
Вот тут как-то немножко не сходится. За счет чего, какими мерами будет достигаться вот эта задача ввести вот 600 тысяч квадратных метров жилья? Да, А спрос, а платежеспособность? У нас и так, да, у меня еще один вопрос, да, если вы можете на него ответить. Каков у нас на сегодняшний день объем нереализованных предложений? Очень же много квартир пустует, застройщики не могут их продать. Есть такая картина Не, мало на такого. сегодняшний день? Мало. Мало. Да, Объем этот невелик, вы хотите Невелик. сказать, да, новых квартир? Есть нереализованные квартиры, трехкомнатные, например, Мгм. которые пользуются меньшим спросом, чем одной или двухкомнатные квартиры. Потому что, ну, в первую очередь тут влияет, мне кажется, лимит кредита, который можно получить по господдержке. 3 миллиона рублей. А так трехкомнатные квартиры, они, конечно, больше 3 миллионов стоят, поэтому и продажи этих трехкомнатных квартир на сегодняшний день не идут. Что касается ввода 600 тысяч квадратных метров, в этом году мы вводим 520 тысяч квадратных метров, и действительно вот задача, которую нам поставил глава республики, она довольно-таки амбициозная задача. Уже давным-давно такой порог мы не проходили, и мы разработали план по реализации вот этого поручения, в соответствии с которым основной упор в следующем году будет, кроме долевого строительства, будет возложен и на индивидуальное жилье. Как я уже сказал, поэтому вот на реализацию вот этого направления. И в том числе будет решаться же еще проблема ветхих аварийных домов. Да, в следующем году мы планируем где-то ввести 117 тысяч квадратных метров аварийного, то есть взамен аварийного жилья нового. Ну, оно 1/6 часть практически получается. Кроме того, будет дальше реализовываться такие программы, как обеспечение жильем детей-сирот, ну, и, как я уже сказал, ИЖС, который реализуется по 2 нашим направлениям и еще по одному направлению, которое реализует Министерство сельского хозяйства. Сергей Владимирович, вы микрофончик взяли. Ну, по поводу, я соглашусь абсолютно с Павлом Анатольевичем, что действительно в основном проблемы, вот два же вопрос возник по дому Федора Попова, застройщика Ормикса. Как раз они тоже с такой же проблемой столкнулись, не реализовано 7 квартир площадью более 100-120 квадратных метров. Отсюда тоже возникает недофинансирование объекта, не возникли проблемы. В основном, я думаю, во всех построенных объектах на следующий день такая информация Минстроем разослана всем застройщикам и готовятся ответы. Но я думаю, это составляет 10-15% от общего количества квартир, то есть нереализованных. В принципе, это достаточно нормальная практика. В отношении благоустройства, тут хотел бы коллеги заметил, что в принципе, почему такая ситуация на рынке? Ну, это, наверное, как раз ответ тем скептикам, которые уверены, что рынок Якутска затоварен, что фактически тут цены перегреты. На самом деле, почему такая ситуация в других субъектах? Да, по одной простой причине, потому что действительно уже конкуренция достаточно высокая, и потребителю нужно предлагать высокое качество не только по качеству самого объекта, а по благоустройству. У нас, к сожалению, такая картина еще не наступила, поэтому вот это тоже ответ скептикам, что рынок не затоварен далеко, и конкуренция еще не на достаточно высоком уровне. Да, глава объявил данный вопрос первостепенным, и, естественно, все к этому будут стремиться, и контролирующие органы будут за это спрашивать. И, к сожалению, здесь не только вина застройщика, здесь, наверное, совокупно, потому что все на этом рынке хотят заработать, к сожалению, и банки. Потому что здесь мы все хорошо говорим про ипотеку с минимальными процентами, но если вы спросите, сколько у банков, поскольку они кредитуют застройщика, то там картина совсем другая. Во-первых, получить кредит достаточно сложно, во-вторых, процентные ставки фактически в 2 раза выше. У меня вот вопрос, а ИЖС вы вот предполагаете все-таки строить, где предполагается, в Якутске или в других? По всей территории. По всей территории республики. Это что, конечно, 600 тысяч это такая Но это серьезная, тоже на республику, а доля республику. на столицу сколько и сколько на остальные города и Ну, районы? пока средства не распределены, мне сказать Сложно сложно. об этом говорить. Да? Ну, может быть, это связано еще с программой «Дальневосточный гектар». Спасибо. На этом мы заканчиваем нашу программу. Я благодарю вас всех, что вы приняли участие в нашей программе. Всего доброго. До свидания.